Журналистам официально представили нового главного судебного пристава Коми. Андрей Торхов возглавил ведомство 12 марта. До этого он уже был на руководящей должности в республиканском управлении, однако в октябре 2012 перешел на аналогичную работу в Свердловскую область. О проблемах и задачах, с которыми придется работать в нашей республике, известно Любови Лапиной. Свою первую пресс-конференцию новый главный судебный пристав Коми Андрей Торхов начинает с отчета за последние 3 месяца. Судя по цифрам, работа проделана немаленькая. 380 тысяч исполнительных производств, взыскано 403 миллиона рублей, возбуждено 145 уголовных дел. Большинство из них за злостное уклонение от уплаты алиментов. Впрочем, показатели эффективности работы приставов будут только расти, и это благодаря новым поправкам в законе. Так теперь появилось понятие «исполнительный розыск». Здесь законодательно определили многие вещи, которые раньше не были прописаны в законе, и нигде не было определено, что такое исполнительный розыск. То есть даже отождествление личности, ну скажем так, в том числе и прокуратура, по-разному воспринимали. То есть по большому счету мы оперативно-розыскной деятельностью не занимаемся, но в том числе ряд элементов при розыске гражданина или его имущества, он связан либо на грани с оперативно-розыскной деятельностью. Возможности по поиску должников, их имущества или детей отныне расширены. Теперь приставы, это законодательно определено, могут запрашивать сведения из банков, проводить опрос и отождествление личности, наводить справки и обследовать помещения, а также проверять документы. Новый главный судебный пристав Коми отмечает, нагрузка на его подчиненных, скорее всего, не возрастет. И это радует, ведь сейчас ведомство испытывает серьезные проблемы с кадрами. Некомплект 100 человек – это 10% от всего числа судебных приставов в Коми. Острее всего проблема в Ухте и Усинске. В этих городах средняя заработная плата служителя Фемиды не идет ни в какое сравнение с заработками на градообразующих предприятиях. Средний ежемесячный доход специалиста, который отработал в структуре как минимум 7 лет, максимум 17 тысяч рублей. Кадровый вопрос и буду пытаться решать, и решаю, и разговариваем, и конкурсы проводим, разъясняем, то есть привлекаем людей. Понятно, что единственное, что мы можем определить, это обучать людей, не знаю, каким-то образом разъяснять, понимать, что при приходе на службу мы будем нести тяготы и решения, которые сейчас у нас в том числе прописаны в присяге, то есть новый текст присяги в законе определен. Ищем, разъясняем, обращаемся к студентам и так далее, ходим в службу занятости. В завершении пресс-конференции Андрей Торхов в очередной раз напомнил жителям Коми о возможности проверить онлайн посредством сайта ведомства свои возможные долги. Иногда жители Коми даже не догадываются об их существовании. Между тем, ознакомиться с информацией сегодня можно и посредством гаджетов. Специальные приложения написаны для всех видов операционных систем, смартфонов и планшетов. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.